Дорогие друзья, сегодня у нас очень интересная встреча. Я думаю, что та проблема, которая стала перед жителями города Чимкент, это наличие старого ипподрома, постройка нового, реконструкция старого. Идет большая дискуссия в городе, поэтому мы пригласили сегодня председателя правления СПК Шымкент Калкина Бауыржана, который очень детально знает этот вопрос. Мы попросили отразить позицию СПК Шымкент, в том числе акимата города, чтобы была информация, почему какие-то предлагаются жителям варианты. И поэтому, я думаю, будет интересно послушать все эти вопросы. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Большое спасибо, что нашли время сегодня. Спасибо большое за прийти к нам. Расскажи, пожалуйста, нам об этом плане, который все жители города сейчас слышат, как вопросы ипподрома, старый ипподром или зоопарк в городе. По ипподрому, наверное, стоит отметить сперва то, что мы занимаемся привлечением инвестиций. То есть для нас это краеугольный такой камень, вопрос. Ну и, соответственно, для размещения инвестиций требуется решение земельных вопросов. То есть перед любым инвестором нужно создавать максимальные условия для того, чтобы затянуть город, пригласить, потому что, как вы все знаете, все инвестора они немного вредные. То есть мы же не в Сан-Франциско живем, не в Америке, где все намного привлекательнее, чем в целом. Мы сейчас говорим не только про Шымкент, это в целом про Казахстан. То есть нужно эту проблему в первую очередь признать, и исходя из этой проблемы уже будет решаться. То есть исходя из признания этой проблемы, мы будем уже принимать правильные решения. Да? То есть, а если мы эту проблему не признаем, то мы ее никогда не сможем решить. Соответственно, мы пришли к этой идее, что территории ипподрома, какие на примере Хайд-парка и Центрального парка в Нью-Йорке и в Лондоне, можно застроить красивым проектом, в котором будет приятно жить, в первую очередь, жителям города, да? То есть это будет современный город, так сказать, город в городе. То есть, и под него, скорее всего, можно привести большого инвестора, якорного инвестора, то есть каким является BI Group, про который мы все говорим. Ну, а если пойти дальше, то есть глубже, то есть можно тогда в целом, я предлагаю даже этот вопрос разделить на две части. Да? То есть, в первую очередь, это касательно переноса ипподрома, и второе, это непосредственно проект. То есть его лучше разделить, чтобы, так сказать, мухи отдельно, секретарь отдельно, чтобы понятнее был вопрос, потому что всем учителям комментарии, они зачастую вводят в заблуждение населения, то есть касательно ипподрома, касательно BI-группа. Соответственно, по ипподрому, да, то есть ипподром городу нужен, то есть никто не отрицает, что он городу не нужен, то есть мы все, так сказать, понимаем, что особенно в Шымкенте, то есть ипподром это та неотъемлемая часть культуры нашей, да, то есть и в Шымкенте все время уделяли этому внимание, и предыдущее руководство города, соответственно, вопрос стоит, но, к сожалению, город рос. То есть никто не предполагал, что в 80-х годах, что город до такой степени разрушится, что все мы дойдем до Бузурка. То есть это, к сожалению, конечно, тяжело, мне кажется, было предвидеть. Соответственно, ипподром построился, это было правильное решение, хорошая локация была на тот момент. Но город, как вы все знаете, самый динамично растущий город. То есть, если даже можно, знаете, если прогнозировать десятилетнюю перспективу города, то это будет еще дальше. То есть ипподром реально останется в центре города, то есть и, к сожалению большому, не как для нас, так и для, так сказать, для ипподрома самого, в смысле для лошадей, это не совсем правильное решение, то есть, чтобы в центре города был ипподром. То есть не просто, то есть нужно будет разъяснить, да, почему ипподром не может быть в центре города, то есть это вполне логично. Все ипподромы находятся за городом, то есть это все самые топовые ипподромы мира, они все находятся за городом. И не просто за городом, они будут находиться даже в получасовой езде, то есть от города, то есть не нужно будет. Для чего? Для того, чтобы, наверное, долго можно обсуждать, да, но и возможно требует, будет много обсуждений, но для лошадей требуется хорошая локация. То есть необходим грунт, если это все по-научному подойти и глубже изучать, то это очень тяжелая такая твердая наука. То есть поэтому необходима парковка, ипподром это не только беговые дорожки, да, то есть это окружающая инфраструктура, это целое шоу, то есть это очень большая инфраструктура, которая требуется, но которую невозможно сейчас построить на текущем ипподроме.
Конечно, можно там построить, там, вложиться, да, то есть земля позволяет, но этот ипподром останется окружен как бы, городом, и, к сожалению, качественной скачки и там какую-то аккредитацию пройти будет невозможно. Мгм. Скажите, вот я такой тоже слышал такие вот на уровне слухов, может быть, или что, или подтвердите, или опровергните, что даже дендропарк тоже планируется как бы застраивать. Ну, есть такое? Это вот самый смешной миф и самый смешной комментарий, который мы все время слышим. Там, никакой речи о сносе, там, либо вообще даже как бы не знаю, там, мимо даже проходить Дендропарк никто не будет. То есть абсолютно разные локации. Дендропарк находится по ту сторону Тулеметова, и потом находится по северной части от улицы Тулеметова. Также есть вот параллельный миф касательно Дендропарка, что вырубаются легкие города, то есть там деревья будут вырубаться, там этнопарк будет, то есть буквально весь этот район будет застроен. На самом деле будет застроена только часть непосредственно самого ипподрома, где деревьев нет. То есть мало того, что там деревьев не будет, то есть это деревья все будут застраиваться. То есть поэтому я считаю, что это миф, который кто-то вводит в заблуждение. Но опять же, специально все это делается для того, чтобы, так сказать, баламутить эту тему в негативном фоне. Да, понятно. Значит, очень интересно. Еще по каким параметрам, вот я хотел бы, чтобы вы рассказали, что не просто общие слова, да, а вот, значит, кто приходит, какой застройщик, какие планы он собирается сделать для города. Почему нельзя по каким конкретно техническим моментам Дендропарк в центре города? Чтобы это не было как бы общие слова, да? Наверное, какие-то же есть технические, да, требования к Дендропарку, ну, как бы. Может быть, город, может быть, наше руководство города планирует создание какого-то большого конного такого центра, ну, учитывая, что Чимкент это южный город, да, и надо строить такой центр конного непосредственно в Чимкенте, невозможно строить просто холодно. Может быть, вот какие конкретно прям можно услышать прям по параметрам? Ну, смотрите, хотел тоже немного пропустили. Очень важный факт, то, что перенос ипподрома был запланирован еще 2 года назад. То есть было определено место новое на Алматинской трассе объездной в районе Бузырка. То есть это было определено, было сделано ранее, то есть заранее. То есть уже город планировал, что и новый ипподром будет, то есть там определили точку, но, к сожалению, не приступили к строительству. То есть это очень такая важная информация, которую многие упускают из виду. Думаю, что это сейчас было принято. Да, специально об этом все умалчивают и говорят только, мы слышим о том, что будут вырубаться деревья, да, будет там много всего плохого, но там, фактами мало кто аргументирует. Соответственно, перенос ипподрома был запланирован давно. Да. Теперь вопрос получается стоит, что сделать на этом ипподроме. То есть это ипподром, это достояние города, то есть это достояние, там, это история целая, да, и это местное должно принести максимальную пользу для города. То есть, допустим, вот мы можем отметить вот это строительство этнопарка, то есть со временем, видите, получается, сама история, да, привела к тому, что этнопарк остался, вернее, этнопарк, а ипподром остался посреди индивидуальной жилищной застройки, ИЖС. То есть, когда строили ипподром, этого всего жилья не было вокруг. То есть его с восточной стороны, с южной стороны все обустроили ИЖС. То есть это было сделано намного раньше. То есть это тоже на самом деле вред ипподрому, то есть уже был нанесен. Также у нас есть строительство этнопарка. То есть на самом деле мы считаем, что я считаю лично, персонально, что строительство этнопарка это было очень умным, и это очень красивый парк, да, то есть мы там все бегаем, ходим, но, к сожалению, это тоже было сделано с ущербом для старого ипподрома. То есть на том месте, где строительство этого парка была парковка, то есть из нее сделали более необходимую инфраструктуру для города. То есть да, ипподром был, то есть парковка была, но сделали разумное решение и небольшую часть, там, какую-то часть стоянки сделали из нее парком. То есть ей сделали, перенесли больше блага, то есть для города, для населения, для жителей. Все мы знаем, это прекрасный парк, то есть и соответственно, но, к сожалению, тем самым мы наносили ущерб ипподрому, да, то есть сейчас негде были бы элементарно припарковать автомобили, то есть парковочного пространства там абсолютно нет. То есть только есть для самого парка, там, для, там, ну и в целом больше ничего нет. А теперь, что взамен, да, то есть какая работа была, какая идея в целом, да, строительства этого проекта. То есть вот, как на примере Центрального парка в Нью-Йорке, Гай-парка в Лондоне, то есть в целом парки и города, они хорошо совмещают друг друга, да, то есть такой хороший симбиоз.
То есть вот все мы приезжаем в Нью-Йорк, все мы идем в центр парка. Потому что это такое, знаете, уникальное решение, когда и парк, и природа, и город все вместе совмещены, все там любят гулять, бегать. И вот здесь мы хотели бы создать тоже штамм, что-то похожее, как минимум, чтобы можно было то есть, вот, привнести какой-то определенный симбиоз для этой локации, и чтобы жители, которые там будут жить, жители Шымкента там будут жить, чтобы они максимальный комфорт и удобство получили, проживая в этом доме. То есть, по сути, я считаю, что это дом будущего. То есть это новый виток. Тем более, если мы сейчас вернемся к цифрам, про которые, кстати, тоже никто не говорит. Никто не Да, говорит. все говорят, что не все об этом. Конечно, это же как бы показывает наша работа с хорошей стороны, а никому это не нужно. То есть 130 миллиардов тенге этот проект даст городу инвестиции. То есть давайте мы будем загибать пальцы. Да? Первое это 130 миллиардов тенге. Для понимания, для сравнения, что такое это хорошо либо плохо, нужно просто сравнить ежегодный прирост инвестиций, это 200 миллиардов тенге город привлекает. То есть только один этот проект дает нам порядка больше 50% инвестиций. Это, мне кажется, прекрасная цифра. Второе, это количество жилья. Все вы сталкиваетесь, вот мы сейчас, допустим, видим на примере наших текущих проектов, что категорически не хватает жилья. То есть спрос ажиотажный на квартиры. Квартиры, как только у нас поступают в продажу, их сразу раскупают. Хотя, казалось бы, есть вопросы там, к качеству, есть вопросы к локации, но из-за того, что рынка нет, все их раскупают. Соответственно, нужно и необходимо вводить большее количество жилья. То есть, потому что строительство это драйвер экономики, строительство с собой подтягивает все другие сопутствующие сектора экономики, да, то есть строительные материалы, рабочая сила. То есть мы говорим сейчас о порядка 430-450 тысяч квадратных метров. Опять же, что это хорошо либо плохо? То есть нужно сравнить ежегодный прирост жилья в городе Шымкент. МЖК строится 250 тысяч квадратных метров. То есть мы сейчас говорим о двойном приросте. То есть этот проект даст двойной прирост жилья. И самое главное, качество жилья. Вот все мы жалуемся на строительство местных застройщиков. Вот как раз хороший застройщик с качественными домами по доступным ценам. Да, то есть тоже нужно отметить, также опять есть такой миф, да, что там будет бизнес-класса жилье по 500 тысяч за квадратный метр. Я не знаю, правда, откуда все это берется. То есть там будет, как вы знаете, CBI строить жилье разного класса. То есть, в принципе, на этом всем комплексе будет разного класса жилье. Дальше мы говорим про налоги, то есть порядка 13-15 миллиардов тенге налогов. Дальше мы говорим про постоянные рабочие места, про временные рабочие места. Дальше мы говорим, кстати, вот в презентации, мы тоже это отмечали, но мало кто видел, на этом бульваре, на центральной части этого проекта, отрисованы лошади, которые бегут в сторону водопоя, то есть в сторону озера Купа. То есть тем самым, даже при застройке мы хотели оставить какую-то частичку истории, чтобы и какие-то, мы думали над названием этого жилого комплекса, назвать его жилой комплекс Купа. То есть, чтобы была ассоциация с историей, чтобы люди знали, что здесь был в свое время ипподром. Также мы дальше говорим это дополнительно, что мы получаем, да, то есть, что еще инвестор дает взамен на то, что построишь там жилье, это строительство нового ипподрома. То есть вот то место, где 2 года назад, когда ранее выбрали жилье место, то есть там уже не будет государство строить ипподром, то есть самостоятельно за наши с вами деньги. Инвестор сам построит. То есть государственные деньги будут сохранены? Да, государственные деньги будут не только сохранены на ипподроме, но и на самом жилье, потому что когда рынок сам не развивается, государству приходится замещать рынок. Ему приходит сам на рынок, сам начинает застраивать дома. Тут пропадает необходимость, то есть на 130 миллиардов тенге нет необходимости строить государство, то есть инвестор сам построит, самостоятельно построит. Соответственно, у нас ипподром, новое строительство, новые ипподромы, это благоустройство озера Купат. Тоже вошло, в смысле, так сказать, в нашу переговорную позицию, которую BI не так быстро, не так легко, но поддержал. То есть это благоустройство озера Купар, то есть там элементарно будет лодочная станция белая, будут белые лодки, там можно будет делать фотосессии, в целом, то есть как вот на примере триатлон-парка на Сутане, там будут лебеди, птицы, нужно будет еще это обсудить, то есть более детально. Все красиво. Да, все будет красиво, цивильно, то есть благоустройство озера Купар,
Также дополнительно это поликлиника, это школа, это детский садик. И вот об этом тоже, да, мы на презентации говорили. Это на территории этого комплекса будет находиться фонд у BI, есть свой фонд BI Жудузай, который занимается работой с ДЦП, с детьми, с детским церебральным параличом. Вот у них есть два центра в Нур-Султане и в Алмате. И дети Шымкента очень часто летали в эти города. То есть и вот непосредственно как бы в процессе переговоров мы пришли к тому, что почему бы не открыть в этом комплексе тоже этот фонд. И чтобы дети не было надобности. Но опять же обо всем этом умалчивается, никто об этом не говорит, все говорят, что кто-то где-то вырубит какие-то деревья. Непонятно где, кто, когда, зачем, да. Кто-то вырубит дендропарк, да, там, кто-то еще что-то сделает, я не знаю, что он там будет делать. То есть, соответственно, мы хотим, чтобы этот ипподром принес максимальную пользу городу. То есть из нее что-то получить. Да, конечно, можно там сказать, пусть будет ипподром ипподромом, в смысле, и ничего там не будет. Но город потеряет большую перспективу. То есть и вот привлечь этого инвестора, я считаю, что это большая работа. То есть у нас же нет компаний, которые там в Шымкенте в очередь устраивают. Или там все люди, которые говорят, что там кто-то будет деревья вырубать, они же инвесторов не привлекают. Они этого не делают. А работа была проведена. То есть почему тогда ранее не было BI? Почему других компаний не было в Шымкенте? Если вот Шымкент, это как бы вот, те люди, которые говорят, что мы пытаемся деревья вырубать, ну этого нет, потому что рынок такой. И для инвестора нужно создавать условия. То есть и вот мы посчитали, что ипподром может быть тем местом, где вот можно реально большой проект построить, красивый, с пользой. То есть, смотрите, тут еще что, параллельно с этим идет развитие малого и среднего бизнеса. То есть 25 тысяч квадратных метров, на первом этаже будут 4-метровые большие коммерческие помещения. Да? То есть как это в Европе есть, ну, в Нур-Султане, в Алмате есть. То есть у вас будет бульвар, центральная часть, там где будут лошади, да, то есть, которые бегут по такой, то есть мафы соответствующие. И первые этажи это качественное коммерческое помещение для бизнеса. То есть, допустим, в городе очень сильно не хватает качественного жилья в аренду, не жилья, а коммерческих помещений для аренды, которые можно было арендовать и там построить красивые офисы. Там. Опять же, это бизнесмены местные могут арендовать, его могут купить и там оказывать там, свои услуги. То есть одни плюсы, как бы, да, мы ценим историю, мы не говорим, что истории нет, что ипподром не нужен. Там, мы очень долго к этому щепетильно подходили. То есть иногда говорят, что там, мы же не местные, как бы, на самом деле любой взрослый осознанный человек, то есть он всегда как бы, делает пользу не только для города, там, не только для страны, но в целом мы живем, как бы, мы всегда делаем пользу, где бы мы ни находились, то есть поскольку все-таки люди там, осознанные и так далее. Поэтому я считаю, что это тоже неуместно. Спасибо большое. Я, честно говоря, очень много интересного услышал для себя. Мы также приглашаем сюда к нам на площадку, значит, и противоположную сторону, чтобы тоже огласили свои какие-то мнения, чтобы вся информация дошла для горожан, чтобы было понятно, почему надо, почему не надо. Ну, так как я вот сейчас слышу, значит, руководитель СПК Шымкент, по-моему, очень внятно, позиция очень конкретная. Так что большое спасибо, что вы сегодня нашли время. Пришли. Да, вам спасибо большое. Ну, наверное, мы не все успели рассказать, и может быть не так все детально и подробно, но я думаю, с каждым разом все больше и больше там, будем в свет выводить информацию дополнительную, там, которая будет полезна для всех горожан. Мы все заинтересованы, чтобы наш город цвел, был красив, модный, современный. При этом, конечно же, была память, например, в отношении Асанбая Аскарова, который сделал детскую железную дорогу, дендропарк, зоопарк. Вот, и да, мы вот сейчас думаем, кстати, над тем, как можно оставить память вот, даже в этом проекте. То есть почему нет? То есть это тоже нужно то есть, отметить. И, кстати, вот, знаете, я слышу такой, как бы, ну, тоже информация, такая интересная, нам вот после тех публикаций, про то, что мы собираемся там, срубать деревья, в Далях, в Инстаграм, в Фейсбук все пишут, и там в личку, и когда люди видят на улице, говорят, что это, говорит, есть определенные люди, но мы, как горожане, мы хотим там жить. Я, говорит, хочу там жить. То есть жители говорят, я бы там купил квартиру. Мы все бы там купили квартиру. То есть, соответственно, как бы тут, ну, мне кажется, в целом город очень позитивно оценивает, и мы это чувствуем, что горожане хотят, чтобы такие проекты были, чтобы, то есть они хотят квартиру купить, но не могут, потому что ее нет, но могли бы себе это позволить.
Но я так понимаю, что еще большая проблема для города – это отсутствие свободной земли, по-моему. Как вот я знаю, как бы городские проблемы. То есть, например, даже пригласить застройщика, а вся земля уже роздана была до, так сказать. И, например, свободной земли нету, и поэтому почему впал выбор, в частности, на ипподром, да? То, что там действительно нельзя сейчас оставить ипподром раз, и что это свободная земля еще, которая Акимат может распоряжаться. Да, это один из, кстати, немногих участков, который потенциально доступен для застройки. До разговоров. Да. Я, конечно, понимаю, если, возможно, мы привели вот некачественного застройщика, то есть какой-то непонятный проект, да, то есть можно было сказать, да, мы нерационально использовали ипподром. Ну, для игры, конечно, это крупнейшая Да, компания. крупнейшая компания в Казахстане. Да, других мест, к сожалению, в городе нет. То есть, не будем сейчас говорить, почему этих земель нет. Да, по факту. Да, по факту мы столкнулись с такой проблемой, что нужны инвестиции, нужны проекты, хорошие проекты, но земли нет. Все, кстати, вот упоминают Шымкент-Сити. Ну, мы можем, кстати, про Шымкент-Сити отдельный сюжет снять, да, то есть почему Шымкент-Сити ну, в такой ситуации, но даже несмотря на это, мы пытаемся его, кстати, расширить, и буквально до конца года мы реализуем там 3-4 проекта. То есть там тоже будут крупные игроки, то есть это астанинские компании. Сейчас мы ведем переговоры, там, Нураснахурлос, это Синсата, это Орда, Орда Инвест. Там же у нас будет большой участок, если вот Таустроит тоже приступает к застройке. Вот, поэтому все свободные участки, они в нашей Шымкент-Сити определены. Есть проблемные участки у нас, которые были ранее выданы, но не застраиваются. То есть это Хавио, это есть турецкий инвестор. То есть земля получена, но, к сожалению, действий не происходит. То есть это для нас тоже проблема, то есть, которая нас ограничивает в наших принимаемых решениях. Но те свободные участки, они уже сейчас будут, вот, те компании, которые вы уже перечислил, они будут застраивать. То есть мы до конца года презентуем общественности, городу, муниципалитету эти проекты, то есть что там будет, там, все эти качественные, количественные параметры. Но в целом, конечно, можно уйти дальше на бозарык. Вот если мы сейчас даже шире возьмем эту тематику, можно уйти дальше на бозарык. Ну, во-первых, большие застройщики там еще строить не будут. Если, конечно, что-то приведет к нам застройщик, давайте без проблем, мы сядем, обсудим. Но зачастую это, так сказать, пустословие, там многие говорят, что мы там можем, вы предложите, мы же открыты же. Давайте, скажите, вот есть застройщики, они хотят построить, либо давайте на ипподром предложите других застройщиков, которые скажут, вот мы слышали, там, мы 200 миллиардов вложим. Давайте, Бога ради, сделайте, вложитесь. Наоборот, чем больше инвестиций, тем лучше. Но от слов дальше к делу они тоже не переходят. А есть люди, которые приехали, презентовались, сделали, так сказать, там, акцент на этот город, поверили в него, сказали, да, мы хотим здесь построить, и мы будем строить. За свои деньги они построят. Ну, то есть, поэтому нужно здесь, то есть... Серьезные аргументы у вас, очень серьезные аргументы. Спасибо, что пришли сегодня. Да, вам спасибо большое. Я просто констатирую, что наша власть открыта к диалогу. Очень приятно это констатировать. Спасибо большое. Приглашаем нашу противоположную сторону этому мнению. Давайте будем высказываться. Можно, кстати, вместе сделать. Да, давайте. Вот так сделать. Почему нет? Да, мы готовы. Почему нет? Пусть скажут, что мы хотели деревья вырубить, докажут, что мы хотели это сделать. А когда это окажется неправдой, то тут тоже нужно подумать, потому что с ними делать за откровенную клевету в наш адрес. Так что ждем вас, дорогие друзья. Спасибо, кто был сегодня с нами.